Я сегодня на квартале, 17-й квартал. Я в прошлом году летом убирался здесь. Тут опять за мусор. Вот и все. Собрал. Там мокро. Пока собрать не получается. А так было бы большинство собрал. Что мы имеем? Никто сейчас уже не вспомнит, откуда он появился в Якутске и почему вдруг занялся таким, казалось бы, странным для нас сегодняшним делом. Он стал менять мир вокруг себя. Он стал менять мир вокруг нас. Я сам доброволец и как занимаюсь добрыми делами, помогаю людям. Захожу, смотрю, что он на 202 много убирается. Чисто мужик, вот реально от души все это делает. Как бы болеет за экологию, за свой город, за республику. Вот. Приятно, конечно, что таких людей не то что в Якутске, по всей России очень мало. Сейчас не надо будет покупать дом в дом. Ну, всем спасибо Антону и естественно. Я Мурашева Олеся, мама 5 детей. У меня 4 сына и 1 маленькая дочь. Живу в Мархе. Вода у нас привозная. Привозим, заказываем бочку, как говорится. Одну бочку заказываем, потом опять. Не всегда сейчас в Мархе возят даже по одной бочке. Очень большое спасибо за лед. Заказывали все время. Заказывали, да и пили в долг. Родился я не один, я родился тройняшкой. В те времена, 80-е годы, вся Якутия, видно, слышала про рождение богатырской тройни. Это я из многодетной семьи. У меня 3 старших и 3 младших. 7 нас у родителей. Родители у меня золотые, платиновые даже, можно так сказать. Моя семья, они меня всегда поддерживали, не всегда полностью. Я разбился. Около пару недель полежал в коме, 5 операций на головной мозг, и череп у меня, кажется, не родной. После операции было тяжело вставать на ноги, заново я кушал, заново ходил. И теперь родители внушили мне веру в себя. И с тех пор я помогаю людям. Помогаю людям, я помогаю себе, так получается. Начал оказывать помощь с 2009 года, прошло 6 лет уже. Мать переживала, как так, Антон, ты почему один делаешь? Позови кого-нибудь. А сейчас они гордятся мной. Антон Васильев – один из тех редких людей, о которых не напишут в учебниках как об исторически значимой персоне, но на которых пока еще держится наша земля. Он живет по своему внутреннему закону, и этот закон – романтизм. Я романтик, я доброволец. Добро, оно бесплатно. И добро понятно на всех языках мира. Он сразу был другим, отличным от нас, и этим создавал некий дискомфорт у окружающих. Вы спросите, почему? Потому что он с самого начала захотел заставить людей поверить в доброе и вечное. Нет, совсем не в Бога и не в деньги, как сейчас принято, а в человека доброго и разумного. Это поначалу казалось странным, но потом, по мере привыкания, многим стало понятно, что для Антона быть добрым и делать добро – норма жизни. Ваше добро будет согревать моих внуков долгие годы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
Вот, замечательная общественная палата приняла участие в проекте «Чарон добра», купила вещи для одной семьи. Вот пуховик, еще раз пуховик, теплые штаны, шапки, головной убор. Еще осталось купить унты обычные. Спасибо большое. И люди, когда я убирал мусор, говорили: зачем ты это делаешь? Это государство все сделает. Я им отвечал: я могу это делать, я это делаю. А сейчас я уже понял, мы и есть государство, мы должны убираться. Мы живем в этом городе. Мне люди все говорят: ты один такой единственный, ты один на миллион. Я говорю: я простой человек, у нас таких, как я, очень много, на каждом шагу. Только люди боятся помогать. Раньше я работал в удачническом УГУКе УАО «Алроса» слесарем 4-го разряда. Заработная плата была за 80 тысяч рублей. Деньги были хорошие. Я сначала на себя полностью использовал, а потом я решил и начал помогать детям, сиротам, инвалидам, престарелым, всем, кому можно помочь. Встретил замечательного человека, Иван Николаевич. Он потерялся, я его в автобусе нашел, потерялся. Провел в этом земляку. Домой провел. Он работает всегда один. Все, кто когда-либо примыкал к нему, неизбежно уходили, и он опять оставался один. Этому есть объяснение. С точки зрения повседневности, трата своей жизни на доброе дело очень непрактична. Зачем тратить время и силы на созидание или любовь к окружающим людям и пространству? Гораздо практичнее и эффективнее, например, пойти в найм и получать за это вознаграждение. Или заняться бизнесом. Но в бизнесе не рождаются романтики, там рождаются только деньги. И в найме тоже нет романтик. Там сплошь усталые и ждущие отпуска люди. А все потому, что там, где нет благородной идеи, не остается человека. А знаете, мне вот эти, грамоты, дипломы, все эти, я как начинал с 2009 года не собирать их. Я их не собираю. Когда мне люди дают: вот, Антон, возьми, я отказывался, потому что я не ради грамоты, не ради бумажки помогал, а я от души помогал, потому что я могу делать это. 180 литров собрано. Вот так. Вот и все, Антоха молодец. Знаете, один из самых бесполезных лозунгов современности – жить надо здесь и сейчас. Простите, а как же память? А как же цели? А как же ценности? Почему по чьей-то указке мы все должны стать одноклеточными? Антон живет иначе. Его дни наполнены смыслом. Его жизнь – это не просто работа. Это дело всей его жизни. Очищать окружающий мир от мусора, равнодушия и беспамятства. Он живет не в моменте, а с пониманием момента и с большой мечтой о будущем. С сознанием того, что каждая мелочь изменит чью-то судьбу, изменит и нашу общую судьбу. Вот за моей спиной очень много мусора. Это санитарные точки, все вылетело при погрузке мусора. Тут вот так метров 30-50 есть даже. Мы, семья Соловьевых, села Андрюшкино Нижнеколымского района, благодарим Габушева Айхала Ивановича, генерального директора Ассоциации строителей, за оказанную помощь в виде зимних вещей и обуви для моих детей. Ваша помощь очень актуальна в жизни Арктики. Спасибо вам. Ваше добро будет согревать моих детей долгие годы. Также благодарим Антона Васильева за этот чудесный проект «Чарон добра». Спасибо вам большое. Спасибо. Крепкого вам здоровья. Вот Айхал Иванович Габушев купил на 2 семьи
Это обувь. Тут пуховики и штаны теплые на каждого. Вот штаны, пуховики. Тут то же самое. Спасибо большое ему. Машина проехала. Поехали. Признайтесь, кто из нас, как Антон, по-настоящему счастлив от того, чем занят каждый день? Даже если это дело тяжелое, даже если не приносит славы и денег. Кто может с такой же спокойной гордостью сказать «я делаю нужное»? И речь здесь не о зарабатывании, не о работе в теплом, но бесполезном офисе, не о блогах, где картинка важнее смысла, а о настоящем деле, о том, что меняет жизнь всех, кто вокруг. Здорово, у меня с рождения, это получается, от матери мне пошла любовь к природе, от отца мне пошла любовь к людям. И травма меня открыла, она открыла меня. Травма меня полностью, все то, что кто я был, она меня открыла. Все эти шаблоны она выкинула, и стал я тем, кто я есть. Вот, плитки взял отсюда, беру отсюда, на Дежнева. Эту улицу постоянно топят после дождя. Вон там. Мусоркантон. Рыба. Ага. Да, ясно. Вам спасибо, пожалуйста. Плитка, уложенная мной несколько дней назад, вот лежит. Люди пользуются им. Сильный, здоровый, я могу заработать деньги сам. Мне хватает на семью, на детей, на моих родных и на помощь людям. Многие люди везде ищут выгоду. В основном это деньги, меркантильность. А деньги это не все. Деньги это часть времени. А самый дорогой продукт в наше время это время. Вычерпал все. Доброе времени всем. Вот я поработал, щеки вообще замерз. Видите, как конкретно. Это действительно чудо, что в Якутске живет такой человек, как Антон. Большой романтик, последний романтик Якутска. Нам повезло, что мы можем наблюдать за ним почти в режиме реального времени. Он встряхивает нас и каждый день напоминает о возможности иного, иной жизни, иной цели, иного выбора. И нам нужно его беречь, ведь романтики сродни нервным клеткам не восстанавливаются, они просто уходят. Доброго времени всем. Поздравляю всех с Днем Республики Саха. 100 лет назад замечательные люди образовали нашу республику. Давайте не будем подводить их надежды. Будем делать нашу республику чистой, доброй и самой лучшей. Всем желаю счастья, радости и самое главное, берегите себя.
мира и добра желаю. Давайте, с праздником!